Курение, наркотики, алкоголь – одни из главных проблем современного общества, но именно наркоманию называют чумой 21 века. За последние 10 лет число смертей от наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди подростков – в 42 раза. Немногие наркозависимые, которые начали употреблять психотропные вещества в подростковом возрасте, доживают до 30, а выкарабкиваются из этой бездонной ямы только 6%. Как защитить молодежь от этой напасти? Ответ на этот вопрос ищут инициаторы сегодняшней акции «Кайф по-трезвому». Комитет по делам молодежи проводит такие воспитательные беседы почти во всех школах республики. Данные акции мы проводим с прошлого года. Цель акции – это профилактика наркомании. Мы общаемся как со школьниками, так и со студентами. Как известно, профилактика – это лучший метод в борьбе с наркоманией. На лекцию пригласили и врача, психиатра Назрановского наркологического диспансера. Заира Арсельгова отмечает, только за прошлый год от употребления психотропных веществ свое здоровье под угрозу поставили 1219 человек, а наркозависимых около 300. Большой процент в их числе занимает молодежь. Лидирующую позицию занимает употребление препарата лирика. Второе место – это соли и марихуана. И третье место – это героин. В качестве лекторов и зрителей в основном молодежь. Потому и лекция школьниками воспринимается скорее дружеской беседой. Выступающие приводят примеры из жизни молодых перспективных ребят, жизнь которых оказалась разрушена из-за пагубной зависимости. Школьники сразу же интересуются, смогли ли они вылечиться. Ответ во всех случаях один – летальный исход. Выступающие перечисляют несколько причин употребления наркотиков, которые толкнули их на этот смертельный шаг. Любопытство, нехватка родительского внимания и плохая компания. А вот у девятиклассника Ибрагима Цицкиева свое мнение на этот счет. Просто некоторые люди не знают, чего они хотят, чего добиваться в жизни. И поэтому они используют такие наркотические вещества для того, чтобы удовлетворить свои потребности или получить какое-то удовольствие от этого. Спорт – одна из лучших альтернатив наркотикам, отмечают лекторы. На сегодняшний день им занимаются около 70% опрошенной молодежи. В последние несколько лет в республике открываются множество секций самых разных видов спорта. В этой школе недавно открылся теннисный корт и секция баскетбола и волейбола. К тому же с учащимися постоянно проводят воспитательные беседы и тренинги о вреде наркотиков. Мы взываем молодежь, чтобы они больше спортом занимались, а не этой ерундой, связанной с наркоманией. Мы постоянно проводим с ними круглые столы, беседы, мероприятия. Постоянно приглашаем врачей, наркологов, с центра антиспид. Даем детям информацию, познавательную информацию, рассказываем, что это за болезнь, что это за препараты, которые они в последнее время применяют. Под конец лекции ребятам посоветовали осознанно обдумывать каждое свое решение в будущем, чтобы потом не пришлось жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Дана Плиева, Рамзан Мержоев, Новости 24.